Уважаемые абитуриенты, я, Вахидова Люция Ванцетовна, исполняющая обязанности заведующего кафедры профессионального и социального образования, вам сегодня презентую магистерскую программу по педагогике и психологии высшего образования. По направлению 440404, направленность профиль я уже обозначила. Это педагогика и психология высшего образования. В соответствии с паспортом программы мы ведем речь об очной форме обучения, которая реализуется 2 года. И, собственно, стоимость обучения за предыдущий учебный год у нас составляла 132 тысячи рублей для граждан Российской Федерации, а 144 572 рубля уже для иностранных граждан. Я могу сказать следующее, что это единственная программа, куда заходят иностранные студенты, и, собственно, реализуется система двудипломного образования, о которой я скажу несколько позже. Это ключевая особенность нашей программы. Ну и на следующем слайде вы видите, каковы вступительные испытания. То есть вступительными испытаниями является комплексный экзамен по направлению либо профилю педагогика и психология высшего образования. И, собственно, минимальный балл для прохождения на данную программу, для обучения в данной программе, являются 50 баллов. Сроки подачи документов представлены на слайде. Говоря об особенностях программы, нужно обозначить 4 позиции. Для нас они являются ключевыми. Это единственная кафедра, которая реализует программу в ШОС-формате, то есть в формате Шанхайской организации сотрудничества. И, собственно, мы реализуем эту программу с нашими многочисленными вузами-партнерами. И, собственно, ключевой особенностью является двудипломное образование, которое мы реализуем в системе с нашим вузом-партнером из Казахстана. Это Евразийский национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева. Вторая особенность определена академической мобильностью. Здесь мы уже реализуем эту программу непосредственно с Северо-Восточным педагогическим университетом Китайской Республики. И, собственно, академическая мобильность, она реализуется у нас в течение полугодовой стажировки. Приезжают как наши студенты непосредственно в Чанчунь, это город, где находится Северо-Восточный университет, так и студенты Китая проходят стажировку у нас. Эта система называется академической мобильностью. Далее, программа ведется во время вот таких вот академических стажировок, академического обучения, ведется на английском языке. Это уже третья особенность нашей реализуемой программы. И, наконец, мы рассматриваем специалистов, которые проходят на эту программу, уже непосредственно как своих коллег. Почему? Потому что здесь мы уделяем особое внимание подготовке специалистов для высшей школы. И не только специалистов нашего университета, но и наших партнеров. Это Уфимский нефтяной университет, это нефтяной авиационный университет. К нам заходит на программу с Башкирского государственного университета, как раз-таки в целях подготовки специалистов для высшей школы. Если говорить о том, что данная программа у нас модернизирована, то на слайде вы можете видеть, что ранее или до 2021 учебного года мы реализовывали программу в традиционной форме. То есть были лекции, были семинарские занятия, практические занятия, далее традиционная классическая практика, научно-исследовательская работа и классическая выпускная квалификационная работа. В настоящее время у нас реализуется уже другой подход, да, то есть инструментальный технологический подход, он на сегодняшний день становится во главу угла, и формы проведения технологии обучения занятий проходят уже в совершенно ином ключе. Это тренинги, это стажировки академические, профессиональные, научно-исследовательские стажировки, это
это обучение в форме проектных сессий, это обучение и дообучение в вузах-партнерах по предлагаемым программам непосредственно через открытые онлайн-курсы и через дополнительные образовательные программы. Ну и, конечно же, результатом этого обучения уже является совершенно другой продукт. В частности, это уже будут проекты, которые реализуются в образовательных организациях. Это технологии, которые также уже реализуют наши специалисты, выпускники в своих образовательных организациях. Это форма демо-экзамена, которая также распространена в системе профессионального образования. Это различные гайденсы и веб-портфолио, которые актуальны в системе нашего образования. Какова логика формирования, логика создания образовательной экосистемы? Конечно же, мы так же, как и все, формируем 3 ключевых навыка. Это hard-скиллы, софт-скиллы, это мета-скиллы. Понятно, они реализуются через разные модули профессиональные. Да? Ну и вы видите на слайде, наши хард-скиллы формируются через универсальный профессиональный или педагогический модуль. Далее существуют профессиональные модули, где через дополнительные образовательные программы, то есть адаптационные, да, адаптивные модули, мы их еще называем, реализуются через научно-исследовательскую работу. И, собственно, в процессе проектных видов деятельности мы привлекаем наших студентов в данной программе уже к реализации тех разработок, тех региональных моделей, тех грантов, которые имеют место быть в научно-исследовательской деятельности нашей кафедры. Конечно же, мы в большей степени исходим из того, что нам заказывают. Тематика выпускных квалификационных работ, она у нас формируется через заказы социальных и стратегических партнеров. Это бизнес-структуры, это образовательные организации, и, собственно, мы этот модуль называем проектным модулем, потому что, да, мы работаем не в стол, мы работаем во имя сообщества педагогического, профессионального сообщества и во имя деятельности, актуальной деятельности тех учебных образовательных центров, с которыми мы взаимодействуем. Далее это, конечно же, система взаимодействия, это сетевая система, научно-исследовательская система взаимодействия с нашими вузами-партнерами. И, собственно, это тот модуль, который мы называем, наверное, методолого-методическим, да, потому что, да, мы интересуемся теми вопросами, теми исследованиями, которые происходят или имеют место быть в вузах-партнерах, и, собственно, эти исследования, они закладываются у нас для желающих обучаться по системе двудипломного образования, закладываются в научно-исследовательские проекты, в научно-исследовательскую работу и, собственно, как научный задел вот этой выпускной квалификационной работы. И, наконец, модуль стажировочный, по которому вы можете видеть, он функциональный, этот модуль. Здесь имеют место быть различные практики. Повторюсь, вот на сегодняшний день у нас 4 человека проходят научно-исследовательскую работу, научно-исследовательскую стажировку на базе нашего вуза, равно как и наши студенты проходят стажировки уже на базе вузов-партнеров. Какова дорожная карта обучения? Вы ее можете видеть на слайде. И, собственно, она действительно является классической для нашего университета, но, тем не менее, вот эти элементы, о которых я говорила, элементы новизны, технологические элементы, они включаются в данную дорожную карту. Итак, по первому семестру идет получение базовых знаний по дисциплинам, которые обеспечивают формирование универсальных компетенций. Вторые
и последующие семестры посвящены тому, что, да, реализуются дисциплины и практики НИРы, которые направлены на формирование уже общепрофессиональных, далее профессиональных компетенций и в соответствии с выбранной программой, в соответствии с той тематикой, по которой вы проходите. Я здесь говорю сейчас о том, что люди, идущие на двудипломное обучение, они уже будут на 3-4 семестре заниматься научным исследованием на стороне вуза-партнера, и, собственно, очень многие элементы научно-исследовательского, методологического характера будут носить вот такой системный, сетевой аспект. И, наконец, 4-й семестр – это у нас уже государственные экзамены, государственная сессия, на которой вы реализуете свои ключевые программы. Если говорить про конструктор модуля АПОП, то, собственно, то, о чем я говорила выше, вы это тоже видите на слайдах, это дисциплины первой компетенции, второй компетенции. Здесь представлены курсы по выбору. Повторюсь, это курсы не только на нашей базе, это курсы, которые предлагают вузы-партнеры. И, собственно, вся программа будет состоять из вариатива и инвариантов, где, опять-таки, инвариант – это обязательная базовая часть, вариативы – это уже непосредственно те ключевые позиции, направленные на формирование профессиональных умений. Если говорить о программе «Педагогика и психология образования», то ключевой целью, я остановлюсь только на ней, является повышение привлекательности, конкурентоспособности университета именно на рынке образовательных услуг. Ну и, собственно, я могу сказать, что посредством вот этих вот применения новых технологий, нового инструментария мы на сегодняшний день выдерживаем рамки, мы выдерживаем вот это сформировавшийся уже имидж и, собственно, предлагаем его в дальнейшем. Кем вы в дальнейшем можете быть? Вы можете стать педагогом высшей школы, и чаще всего мы рекомендуем поступать людям, которые видят себя в вузе. Это руководитель в системе среднего профессионального образования, ассоциированный профессор, но это уже по системе двудипломного образования и по системе академической мобильности. Опять-таки, где вы можете работать? У нас обновляются ежегодно наш кадровый состав, поэтому мы рады видеть в стенах нашего вуза, нашего университета. И, собственно, поступление на программу, оно для нас является классическим. И вот на этом слайде, если позволите, я не буду останавливаться. Оно является, повторюсь, классическим, стандартным для всех магистерских программ. Ну и, собственно, если говорить о контактах, то вы нас можете найти на сайте БСПУ в разделе «Абитуриенту», и, собственно, вся эта информация там имеет место быть. Со своей стороны хочу сказать в завершении, что мы рады вас видеть на нашей программе. Мы знаем, что вы сделаете правильный выбор, и мы знаем, что вы будете в дальнейшем успешными специалистами, потому что именно успешные специалисты выбирают необходимый, нужный профиль, то есть у вас уже есть видение построения своей профессиональной карьеры, построения своей вот такой вот профессиональной стратегии. Спасибо большое и ждем вас.